продление нерабочих дней глава региона подписал указ сроком до 11 мая. Масочный режим в Ленском районе. Волонтеры развозят для одиноко проживающих пенсионеров многоразовые маски. Функции социальной защиты расширились. Как в Алданском районе доставляют продукты и сопровождают пенсионеров. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Глава региона Айсен Николаев подписал указ о продлении нерабочих дней в регионе до 11 мая. Решением президента нашей страны праздничные дни, которые у нас есть, и в майские дни они будут продолжены. Те рабочие дни, которые были в период между майскими праздниками, они сейчас не объявлены нерабочими с сохранением заработной платы по стране по 11 мая, ну и соответствующий указ по Республике Саха-Якутия по продолжению всех мер по повышенной готовности также сегодня нами подписан. Также Айсен Николаев прокомментировал и ситуацию, сложившуюся на Чаендинском нефтегазоконденсатном месторождении. По его словам, по итогам совещания, прошедшего по видеоконференц-связи под руководством полномочного представителя президента страны на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, подписан план действий, предусматривающий вывоз вахтовиков в ближайшие дни. По Чаендинскому нефтегазоконденсатному месторождению мы достаточно серьезную работу провели в течение последних суток с руководством «Газпрома», с руководством подрядных организаций «Газпрома», Роспотребнадзора. При поддержке правительства Российской Федерации, лично Юрия Петровича Трутнева, была проведена видеоконференц-связь с руководством и Роспотребнадзора нашей страны. Сейчас согласован и подписан план действий, который в том числе предусматривает уже в ближайшие дни начало вывоза вахтовых рабочих и подрядчиков и самого «Газпрома», здоровых в регионы, откуда их прибытие, с дальнейшим там сохранением их в обсерваторах на 2 недели. Ну а больные тоже будут вывозиться, в том числе в первую очередь в другие регионы Российской Федерации для прохождения ими там медицинского обслуживания. Вот такой план сверстан, согласован сегодня ночью, и мы его уже начинаем реализовывать. Ну а для информирования сотрудников «Газпром» добычи «Ноябрьск» и подрядных организаций создана горячая линия. Принимать и рассматривать поступающие обращения будут о распространении COVID-19 на территории Чаендинского месторождения. Номера телефонов вы сейчас видите на своих экранах. О ситуации с распространением COVID-19 в Нерюнгринском районе расскажет глава Виктор Станиловский. В Нерюнгринском районе в сегодняшний день выявлено 4 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Один человек – это молодая женщина, приехавшая к нам ранее на поселок Биркакит. По ней был определен круг лиц в 31 лицо контактных. Все они находятся в обсерваторе, у всех взяты анализы, и все 31 человек показывают отрицательный результат. Сама заболевшая сегодня идет на поправку, состояние у нее легкое. Сегодня нам подтвердил Якутск от 3 заболевших. Это проводники поезда Москва-Биркакит, Москва-Нерюнгри. Один человек это из семьи этих 2 проводников. Сегодня мы также определили уже весь круг контактных лиц. Их сегодня 64 человека. Со всеми отработали мы. Люди помещены в обсервацию. И у 3 сегодня предположительно положительный результат. И сегодня же мы эти тесты у 3 человек отправили в Якутск на подтверждение. В инфекционном отделении Ленской больницы с диагнозом коронавирус находится 6 человек. 3 работника Чаендинского месторождения, семейная пара из Ленска, житель Витима и сотрудник Талаканского аэропорта. В провизорном отделении еще 15 человек. Это те пациенты, диагноз которых не подтвержден, но они находятся под подозрением. У них регулярно берут анализы. В Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Мирнинском, Ленском, Алданском и Нерюнгринском районах в общественных местах и в общественном транспорте
действует масочный режим. В Ленске волонтерский корпус вместе с продуктовыми наборами для одиноко проживающих пенсионеров развозит многоразовые маски. Про наше волонтерское движение услышали наши жительницы и не могли остаться равнодушными. Некоторые шьют на продажу эти маски, но вот нам тоже пошили. И когда нам заявки оставляют наши пожилые жители, мы всегда захватываем с собой одну масочку и безвозмездно отдаем. Завершился сбор заявок в единый колл-центр на получение однократного продуктового набора для пожилых людей. На сегодня волонтерами принято и обработано 19 тысяч заявок. Формирование списков продолжится через портал государственных и муниципальных услуг Е-Якутия, через который будет сформировано оставшиеся 1000 заявок. Для этого заявителям необходимо иметь подтвержденную учетную запись портала госуслуг. Заявки будут приниматься от жителей Якутска и Жатая. Кроме этого, список нуждающихся пожилых людей продолжают формировать районы, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Доставка однократной продуктовой помощи будет осуществлена в течение нескольких дней. При доставке волонтер будет сверять данные, поэтому заявителям необходимо в это время находиться дома, имея при себе паспорт. В Алданском районе функции социальной защиты расширились. Помимо работы с гражданами, которая сейчас ведется дистанционно, сотрудники управления оказывают помощь пожилым людям. Как организуется доставка продуктов и сопровождение пенсионеров в период карантина, знает Татьяна Махнина. В районном управлении социальной защиты тишина и сосредоточенность. Личный прием граждан не ведется, однако работы у специалистов по-прежнему много. С гражданами сотрудники работают дистанционно. У нас расширилась возможность по приему документов. Сейчас мы, помимо госуслуг, электронной Якутии, мы принимаем документы посредством нашей электронной почты. Не возникает проблем у тех получателей соцвыплат, которым пора подавать документы на перерегистрацию. Начисления не прекратятся, они будут производиться автоматически. В беззаявительном порядке получат компенсации пенсионеры от 70 до 80 лет. В настоящее время сотрудники управления проводят подготовительную работу к начислению выплат семьям, в которых подрастают дети от 3 до 7 лет. А непосредственно выплаты пойдут с 1 июня 2020 года. При этом компенсированы они будут с 1 января 2020 года. То есть они сразу же разово получат за полгода. В период карантина претерпела изменение помощь на дому, оказываемая одиноким престарелым. Социальные работники ограничивают посещение подопечных, однако необходимость в помощи у пожилых людей возникает часто. Помощь в доставке продуктов питания, медикаментов, средств первой необходимости. Конечно, у нас и есть граждане, которые нуждаются в гигиенических услугах, потому что жизнь так сложилась. Естественно, мы их бросить не можем. Служебная тишина регулярно нарушается телефонными звонками. Большинство абонентов – люди преклонного возраста. Режим карантина сопряжен с рядом ограничений и неудобств, и пенсионерам покупка продуктов или поход в банк кажутся неразрешимыми проблемами. Предоставляем возможность людям съездить непосредственно в банк, то есть доставка осуществляется от дома до банка, они могут снять денежные средства, потом, соответственно, закупиться по дороге домой. Продукты и предметы первой необходимости подопечным доставляют социальные работники. Сопровождение граждан в организации осуществляется на машине мобильной бригады. Действительно, люди оказались в таких условиях, и родственников здесь поблизости нет, и вынуждены звонить нам. В обстановке потенциальной опасности все контакты должны быть сведены к минимуму. Однако все меры господдержки, а их сегодня около 70, реализуются в полном объеме. В России можно подводить итоги первого месяца самоизоляции. Все это время российские семьи оставались дома и учились совместному проживанию по новым правилам, когда все дома 24 часа. Освоены дистанционное обучение и семейный досуг, появляются и первые недовольства. Какие правила взаимодействия нужно соблюдать в семье в период самоизоляции, чтобы сохранить здоровые отношения, и как помочь детям, расскажет Олеся Васева. Я робот из космического десанта. Давай вместе защищать планету. В
Все игры переиграны, надоели компьютерные приставки, телефон и мультики. Весь последний месяц у Артема прошел дома, как и у всех российских детей. Обучение, не выходя из комнаты, активные игры здесь же. Погулять можно разве что на балконе. А родители школьников под конец первого месяца самоизоляции слышат заветные слова. Я хочу в школу, потому что я уже соскучился по учителю, по одноклассникам, по всем скучился. Еще сильнее школьных будней не хватает подросткам. В таком возрасте, говорят психологи, у них на первом месте друзья. Сейчас же все общение сводится к онлайн-переписке. Да и на нее зачастую времени не хватает. Большой объем заданий ежедневно поступают по программе дистанционного школьного обучения. Большинство времени у меня занимает, конечно же, учеба. Задают много, больше, чем в школе. Всякие там тесты, эти вот проверочные работы. Конечно, уже хочется, чтобы это все уже закончилось, потому что как-то даже скучаю я по школе, по одноклассникам, по общению. Самоизоляция – серьезное испытание для семьи, говорят психологи. Когда все находятся дома вместе 24 часа в сутки, требуется введение новых правил взаимодействия. Главное из них – личное пространство. Каждому из семьи для сохранения психического здоровья требуется 1-2 часа в день на одиночество. В семье Кузьменко это понимают, стараются сохранять позитивный настрой. Немножко, если честно, уже начинаем друг другу надоедать. Бывают ссоры, но ничего, поссорились, тут же помирились, тут же обнялись, поцеловались, попили чаю дружненько, и все, никуда не денешься. В период самоизоляции психологи рекомендуют уделять больше внимания детям. Сейчас самые большие шансы познакомиться с ними поближе. Можно выдумать новые игры или вспомнить хорошо забытые старые. В помощь, кстати, интернет. Там можно найти множество творческих мастер-классов. В отсутствии прогулок хорошей альтернативой может стать пикник на балконе. Это подойдет и дошколятам, и младшим школьникам. Особое внимание в этот период психологи рекомендуют уделить подросткам. Им действительно тяжело оставаться дома. В школу они ходят для того, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Это нужно учитывать и в период самоизоляции. И дать возможность детям общаться с помощью тех же гаджетов. Не начинать резко их ограничивать. И выстроить все-таки и учебу, и всю деятельность через общение. И побольше самому общаться, стать другом своему ребенку. Сложно сделать, но специалисты советуют все же расслабиться и не нервничать в этот сложный период. Все, что вы можете сделать сейчас, это осуществить комфортную передержку детей в непредназначенных для этого условиях. Если ваши дети в это время будут читать книги, смотреть уроки онлайн, общаться с одноклассниками в соцсетях, дышать свежим воздухом на балконе или научиться убирать свои игрушки, вы уже можете считать себя суперродителями. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом все. Мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами.